يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. Всевышний Аллах говорит в Коране: «О те, которые уверовали, избегайте многих предположений, ибо некоторые предположения являются грехом, и не следите друг за другом». Что мы видим сегодня? Каждый человек следит за другими, желает выявить недостатки других. Но если бы они говорили то, что есть в действительности, но нет, они говорят то, чего нет. И не веря, что кто-то оступился, берут это и с превеликим удовольствием распространяют, рассказывают об этом, добавляя от себя все, что есть и чего нет, а потом тот еще добавляя от себя, рассказывает третьим. И таким образом, вокруг да около все это распространяется. Потом, встретившись лицом к лицу, улыбаются, смеются, а стоит лишь разойтись, сразу начинают рассказывать друг про друга все, что угодно. А будет ли нам польза от наших намазов, постов, от чтения священного Корана и всех наших благих деяний, если мы так безобразно относимся к друг другу? Аллах говорит: «И не следите друг за другом». И не злословьте за спиной друг друга. И не злословьте, говорить правду о человеке, но неприятное ему, даже если в лицо, тоже есть злословие. Сегодня мы дошли до такого, что злословящий человек, говоря правду, считается хорошим, потому что большинство людей ходят и говорят недействительное. Всевышний Аллах говорит: «Разве понравится кому-либо из вас есть мясо своего покойного брата?» Вы чувствуете к этому отвращение, говорит Аллах в Священном Коране. Бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах, принимающий покаяние, милосердный. Почему тут Аллах сказал, что принимает покаяние, что Он милосердный? Почему Аллах не сказал «Гафурун Рахим», а сказал «Тауабун Рахим»? Каков смысл этого? Потому что грехи, которые были описаны ранее, приносят настолько большой вред. Тауаб более сильнее по смыслу, чем Гафур, потому что принимающий покаяние более сильнее по смыслу, чем прощающий, потому что прощение входит в принятие покаяния. Смысл этого, что, простив тебя, принимается твое покаяние. Вот настолько сильно Аллаху нелюбимы совершаемые нами эти грехи. Настолько сильно Аллах любит покаяние и оставление нами этих грехов. Аллах говорит: бояться Его, бойтесь Аллаха. Как бояться? Не следите друг за другом, не злословьте. Не берите ваши предположения, представив это истиной. Не вешайте это на людей и не распространяйте эту грязь среди людей. За это придется ответить. Клянусь Аллахом, за каждое слово придется ответить. Если ты взял чужое право, пока этот человек тебя не простит, тебе нечего поделать. В Коране сказано, чтобы он спросил правдивых об их правдивости. Если у праведных спросят, как ты говорил правду, как ты думаешь, что будет с лжецами?